Но факт остается фактом. Российские власти действительно нарушили Международную конвенцию ООН по морскому праву, в частности, в том, что касается иммунитета военных судов, и продолжает нарушать до сих пор. То есть, несмотря на то, что физически моряков выпустили из СИЗО, выпустили за пределы Российской Федерации, несмотря на то, что корабли передали, продолжается длящееся нарушение этой конвенции, потому что не прекращено уголовное преследование моряков. Это все равно, что преследовать дипломатов в уголовном порядке. То есть это недопустимо. И, конечно же, арбитраж трибунала в конечном счете должен дать правовую оценку этим действиям. Если трибунал примет решение, что российские власти допустили эти нарушения, то в конечном счете Украина может рассчитывать в том числе на денежную компенсацию нарушенного за причиненный ущерб. А насколько вот решение этого трибунала по морскому праву Россия будет исполнять? Мы же знаем, что Россия где-то, где ей выгодно, может исполнять, где-то сказать нет. Ну, я могу сказать, что уже было прецедентное дело, связанное с морским трибуналом и участием в нем Российской Федерации. Это дело Arctic Sunrise. Оно рассматривалось после событий 13-14 года, когда Россия захватила нидерландское судно. Тогда трибунал признал, что Россия совершила нарушение Международной конвенции, и в конечном счете Россия выплатила порядка 5,5 миллионов евро Нидерландам. Поэтому, что касается Международного морского трибунала, учитывая, что все-таки Россия чувствительно относится к проектам, связанных с морем, да, в том числе Северный поток, учитывая, что Россия активно ведет, скажем так, мореплавание, судоходство, ее суда находятся в мировом океане, и, скажем так, Россия потенциально может обращаться сама в трибунал по каким-то вопросам. Она заинтересована в том, чтобы выполнять все процедуры этого трибунала. Не раз я слышал, что говорят, если она не исполнит решение, то могут включиться различные санкции, вплоть до того, что российские суда могут не впускать различные порты. Да, это так. На самом деле России невыгодно. Это невыгодно, ну и как бы это, скажем так, для России само участие в этом трибунале при необходимости тоже критически важно. Поэтому я думаю, что они будут выполнять все решения, которые... Другой вопрос, как они это артикулируют. Да, а риторика абсолютно отличается от того, что они делают. Они говорят, что трибунал не имеет юрисдикции, мы это не будем делать. Все как миленькие делают, точно в срок, просто об этом не говорят публично.